на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре понедельник, 27 марта. Дети-сироты, участники СВО смогут получить жилье вне очереди. Соответствующий закон был принят на сессии Госсовета Республики. Участники специальной военной операции из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет, смогут вне очереди получить сертификат на приобретение жилья. Как отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Павел Данилов, такая практика уже зарекомендовала себя положительно в отношении других категорий граждан. Всего в планах на этот год обеспечить жильем 315 детей-сирот в регионе. В Чебоксарах прошли занятия в Поволжской школе для врачей и пациентов по заболеваниям кишечника. Воспалительные заболевания пищеварительной системы начинают развиваться с нарушения иммунитета. Страдает не только кишечник, могут дать сбой и другие органы, и даже суставы и глаза. Наконец, гастроэнтерологи поняли, в чем причина. На сегодняшний день известно, что основным фактором является изменение характера рациона. То есть в советское время у нас еда была более правильная, скажем так. Мало было всяких добавок, пищевых добавок, консервантов, ароматизаторов, загустителей и всех прочих. Всероссийский фестиваль «Вышитая Россия» пройдет в Чувашии. Участие в нем подтвердили уже более 20 регионов. Инициатором проведения в Чебоксарах знакового события стала министр культуры России Ольга Любимова. Программу фестиваля в ходе рабочей встречи уже обсудили Олег Николаев и директор Российского этнографического музея Юлия Купина. Проект также может претендовать на грантовую поддержку в сфере народного творчества, сообщает в пресс-службе администрации главы республики. Его участниками станут субъекты страны, представившие вышитую вручную карту региона размером не более 2 на 3 метра. На ней должны использоваться традиционные узоры, техники и швы народов, проживающих на данной территории. В республике планируют обновить все объекты клубной системы в течение 5 лет. Каждый новый дом культуры становится местом притяжения сельчан. Вот и открытый в селе Юманзары Канашского муниципального округа не исключение. Досуг жителей уже стал разнообразным и интересным. Каждый подобный объект, по словам руководителя региона, это огромный вклад в работу по реализации нацпроекта «Культура». В Чувашии действует также своя региональная программа строительства и ремонта клубной системы в сельской местности. Благодаря ей до 2026 года планируется построить 25 и отремонтировать 55 клубов. Сегодня во всем мире отмечается День театра – праздник всех театральных деятелей и ценителей искусства. Официально он установлен в 1961 году 9-м Конгрессом Международного института театра. В Чебоксарах работают 9 театров, которые постоянно стараются удивлять гостей разных возрастов интересными постановками. Кстати, сегодня в рамках праздника в Чувашском драматическом театре имени Константина Иванова назовут победителей театрального конкурса «Узорчатый занавес». Ежегодно профессиональные коллективы представляют на суд жюри лучшие премьерные спектакли. К слову, эксперты оценивали не только их, но и выбирали лучших актера и актрису. Таковы вести к этому часу. Хорошего вам начала недели. Оставайтесь на телеканале «Россия».